Всем еще раз здравствуйте. Джейдж Бурейш, умоеш. Уж мы пойдаем едмнос. Итак, начинаем. Наша сегодняшняя работа называется «Организация разговорных клубов удмуртского языка в общедоступной библиотеке». Меня зовут Кутасова Елена Анатольевна. Я главный библиотекарь Центра национальной краеведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Итак, сегодня библиотека – это территория чтения, культуры, досуга, отдыха, общения. Это огромный информационный центр. И цель библиотеки – обеспечение равного и беспрепятственного доступа населения к информации, создание условий для самообразования, интеллектуального развития и культурного досуга населения, межкультурного и межнационального взаимодействия. Вот отметим, что мы живем в век интернета и высоких технологий. Сегодня у нас поток информации колоссален, но есть одно но. Выявляется сегодня большая потребность в живом общении. Люди хотят встречаться, ходить на интересные встречи, лекции, курсы, мастер-классы. И библиотеки превращаются в многофункциональные социокультурные центры. Количество клубов растет, ведь читатель сегодня приходит не только за книгой, а за общением, удовлетворением и реализацией своих потребностей, талантов, за интеллектуальным досугом и информацией. И, наверное, вы все, многие знакомились с этой книгой американского писателя Рэя Ольденбурга «Третье место». Библиотека должна быть третьим местом, местом для встреч, которое не будет ни домом, ни местом работы. Очень интересная книга, я вот в данный момент ее перечитываю. Клубная деятельность в истории библиотек имеет длительную и богатую историю. Сегодня их деятельность становится многоаспектной, разнообразной, благодаря новым направлениям и формам удовлетворения потребностей пользователей. И именно досуговая деятельность зачастую определяет лицо библиотеки, способствует формированию ее положительного имиджа. Клубы позволяют библиотеке расширить свои возможности в организации свободного времени жителей как в городах, так и в небольших селах и поселках. И вот эти языковые, о чем хотим сегодня поговорить, и именно языковые клубы сегодня, наверное, имеют такую актуальную деятельность, и актуальность в том, что они начинают создаваться в библиотеках. Но одно дело, когда эта деятельность связана с иностранными языками, клубы английского, китайского, испанского или французского языков. Но что же касается удмуртского языка? Язык является важнейшей частью духовной культуры общества. Это наша национальная ценность, и именно язык отражает нашу национальную культуру. И сегодня в современном обществе наблюдается интерес ко всему этническому, даже к изучению удмуртского языка. В Удмуртии хорошо развивается этнокультурный туризм. Достаточно много инструментов, которые делают изучение удмуртского языка эффективным и доступным. Вот это вот на экране вы смотрите, это малая часть, и вы, конечно, об этом знаете. Это, в общем, тут это курсы, видеокурсы. Сегодня есть разговорники многочисленные. Мы, например, занимаемся по разговорникам Марым Лещаду, Ноэше, удмуртский язык Назарова. Это приложение Кылдыши. Наши учащиеся, вот, например, часто используют приложение Кылдышин. Сегодня есть открытки Александра Бекузина, вот представлены на экране. И вот множество, конечно, книг, разговорников, учебных пособий, словарей
И это мы будем уже используем в своей работе. Но вот все лингвисты утверждают, вот что мы сейчас видели, все вот курсы, вот сегодня, какие имеются курсы удмуртского языка, и вот как лингвисты утверждают, отмечают, что эти курсы, они доводят грамматику, навыки чтения и слушания до высокого уровня. Но есть одно но. На этих курсах не тренируются навыки устной коммуникации. И именно для такой тренировки существуют разговорные клубы, которые помогают снять языковой барьер и страх общения. Особенно эффективны встречи и занятия с носителями языка. Но стоит помнить, что языковой клуб не курсы, и перед ними не стоит задача дать новые знания. Клуб – это неформальная обстановка, в которой можно улучшить языковые навыки. Мне очень импонируют слова профессора УДГУ и лингвиста Ирины Борисовны Ворожцовой о том, что надо создавать совместное с учащимися осмысленное и интересное поле деятельности. А для этого нужно уметь создавать место встречи человека с человеком. Как-то ее спросили, какую главную мысль вы стремитесь донести до учителей удмуртского, марийского, татарского языков. Она ответила, что надо смело идти на обучение через организацию речевых практик и забыть про ошибки. У тех, кто общается, она говорит, ошибок не бывает. А сегодня чаще в городах и носители языка, и люди, изучающие язык, удмуртский язык, на различных курсах остаются без пространства, в котором им пригодилось бы знание удмуртского языка. Вот наш проект, если мы открываем разговорные клубы удмуртского языка, данный проект предполагает организацию в стенах библиотеки языковой среды, то есть пространства и условий для практического применения удмуртского языка. Разговорный клуб, он вообще хорош как дополнение к языковым курсам, если они имеются, например, в ваших городах, деятельность которого дает возможность участникам общаться на живом языке в комфортной атмосфере с интересными людьми на всевозможные темы. Дает расширить собственный кругозор, поделиться знаниями с другими участниками, что способствует развитию и усовершенствованию разговорных навыков удмуртского языка. Итак, у нас основная цель – создание разговорного клуба, создание в стенах библиотеки пространства для развития и усовершенствования разговорных навыков удмуртского языка. Это очень важно, потому что вот даже участвуя на конференции в рамках фестиваля на родине Петра Ильича Чайковского, у нас конференции были посвящены сохранению языков, об этом сейчас много говорится, есть интерес, и когда мы даже выступали на конференции, также по Zoom, у нас город Уфа, они были очень заинтересованы вот именно этой деятельностью. Они даже предлагали платно открывать такие клубы, но пока мы, наверное, до этого не пришли. Наши задачи клуба – организация регулярной работы, проведение неформального и игрового общения на заданные темы, знакомство с культурой и традициями удмуртского народа, участие интересных гостей, носителей языка. Целевая аудитория. Деятельность клуба ориентирована на юношество от 18 лет и взрослых людей. Участников клуба не должно быть более 8-10 человек. И опять-таки, если у меня в клубе категория участников от 18 лет, то можно даже поделить эти категории. Сегодня я считаю, что можно организовать клубы для более старшего поколения, можно создавать клубы для подростков, для детей. Но вот сегодня, как показывает опыт, старшее поколение очень заинтересовано в этой деятельности. Периодичность проведения 2 раза в месяц, продолжительность 1-2 часа. Ну, конечно, стоимость бесплатна.
формат деятельности, он всегда очень перспективен для библиотеки. Это тематические презентации вы можете проводить, культурные круглые столы, читательские конференции, литературно-музыкальные часы, громкие читки, просмотры отрывков документальных, художественных, мультипликационных фильмов и обязательно их обсуждение. Тематические дискуссии, викторины, обзоры книжных выставок, обсуждение культурных традиций, современных произведений литературы и искусства, разучивание удмуртских песен, танцев. Мы это проходили, вовлечение участников в игровую и декоративно-прикладную деятельность. И, конечно, тут уже ваша фантазия должна сыграть большую роль. И важно, очень важно, встречи, проводимые в клубе, должны быть не формальными, а занимательными, живыми, доставляющими эстетическое наслаждение, увлекающими всех членов, заставляющие их думать и активно участвовать. Но наша задача, конечно, следить за тем, чтобы на каждом занятии присутствовала книга, на выставках, в обзорах, беседах, дискуссиях. Вот даже у вас, если у вас не выставка, то любая тема, она соприкасается с книгой, и как-то вот она вот выходит на первый план. Без нее ты не начинаешь, как вот без поэзии никак не начать мероприятие. Хочется услышать песню, хочется рассказать о какой-то истории важной. Вот если даже о культуре идет речь, об традициях о традициях вообще удмуртского народа, конечно, тут книги обязательно нужны. И поэтому, вот как я сегодня уже это вижу, мы все функции клубной работы в библиотеке, мы это выполняем. Вот если самообразовательная функция, обязательным атрибутом любого мероприятия, проводимого в библиотеке, является пропаганда литературы. Мы эту функцию выполняем. Рекреационная функция. Участники клуба объединения отдыхают на заседаниях от повседневных забот. Они к нам приходят после работы. Коммуникативная функция. Функция межличностного общения. С точки зрения социальной психологии, клуб по интересам – это неформальная малая группа, членов которой объединяет не только увлеченность проблематикой клуба, но и желание общаться с людьми со схожими интересами. А вот как раз к нам приходят люди, у которых один интерес. Ну, конечно, творческая функция, это понятно. Гедонистическая функция, получение эстетического наслаждения посредством прослушивания музыки, поэзии, встреч с интересными людьми. И это тоже происходит. Вот когда у вас уже поставлены какие-то цели, задачи, если вот и в первую очередь вот это желание должно проснуться в вас самих. Если вы даже не знаете удмуртский язык, но у вас есть знакомые, кто этим горит, надо любить его, и надо это, чтобы ваши участники это видели. И, конечно, когда у вас цели, задачи поставлены, мы начинаем думать о названии, афише, логотипы и рекламе, конечно, данного клуба. Вот, например, одна из реклам. Если вы хотите с пользой провести время, найти новых друзей, научиться общаться на удмуртском языке и преодолеть, наконец, языковой барьер, мы ждем вас в нашем клубе любителей разговорного удмуртского языка. Общение, обучение, беседы и дискуссии, просмотр фильмов на удмуртском языке, игры и праздники ждут вас в нашем клубе. Будем делиться опытом и получать новые знания совершенно бесплатно. Это одна реклама. Вторая реклама я вам почитаю. Если вы хотите преодолеть языковой барьер, научиться говорить по-удмуртски, обсуждать интересные темы, провести свободное время с пользой, просто получать удовольствие от общения, добро пожаловать на наши встречи. И отмечу, что вот перед тем, как создать клуб, важно, чтобы у вас была группа ВКонтакте, в соцсетях, на сайте. И эта реклама, она должна быть там. Надо ее размещать.
темы. Программные темы должны вызывать положительное эмоциональное отношение, необходимое для возникновения у участников соответствующей мотивации в образовательном процессе. Ну, это примерные темы. Всегда первая встреча, она организационная, но она и звучит тодмацкон, знакомство. Вот это примерные темы. Тодмацкон, манам семья е, моя семья, Удмуртия манам доре, спорт манам лонам, Удмуртшион йонёс, книга манам эше, Удмурт кино луонуасо. Вот удмуртские фильмы мы обсуждали. Это было очень интересно. Тодмуа дямьёс, инпуажден чебелески, многое другое. Я надеюсь, пока все понятно. Вы мне можете даже в чате это написать, если пока все понятно. Темы могут быть разные. Вы вот чаще говорят, вот, когда вот перед тем, как мы открыли этот клуб, я долгое время смотрела клубы английского языка, и многие руководители говорят, что темы не надо говорить заранее. Но чтобы участники вашего клуба, они не должны приходить к вам на урок. Оценки не ставим. Мы даже не исправляем. Это надо всегда делать в конце, так, деликатно, красиво. И вот с этого момента, наверное, я перейду уже к нашему опыту, чтобы было более понятно. Вот мы решили сделать такие афиши, логотипы клуба Кубо. Проект мы открыли в преддверии празднования государственности Удмуртии 1 октября 2019 года. Значит, первые, вот это у нас открытие, небольшая выставка. У нас клуб называется Кубо. Мы пригласили фольклорный ансамбль Шудон. Ну, я подробнее об этом расскажу. Так, все понятно. Спасибо. Наши участники. Вот первые встречи обязательно, если у вас, вот я даже забыла вам сказать, вообще на первую встречу, даже это уже после вот того, что я проводила, на первую встречу даже желательно позвать, пригласить ваших знакомых, друзей, родственников. Почему? Можно даже совместно сделать видеоролик для будущих участников клуба. Вы должны мотивировать. Вот первые встречи, они должны мотивировать ваших участников, потому что, ну я скажу, какие у них интересы, они потому что кто-то говорит на языке, кто-то не говорит, а кто-то слышал в детстве и не говорят. У многих барьер существует. Вот первые встречи, это носили мотивационный характер. Мы погружали в языковую среду с помощью, конечно, приглашенных гостей. Вот смотрите, у нас в гостях были фольклорный ансамбль «Шудон». Это Республиканская детская школа искусств города Ижевска. У нас были Татьяна Тихонова. Она участница традиционного удмуртской студии Тонкорка. Венгерские ученые Золтан Немец, Шома Шелмикс отлично говорят по-удмуртски. И участники, вот слыша их, ну, они сами уже мотивировали других участников. У нас был Эдуард Иванов, самодеятельный поэт. У нас была вот Карепанова, вот женщина сидит в платке, Карепанова Раиса Ильинична. Она часто к нам приходит, проверяет нашу работу. Она родственница Тракая Борисова. У нас были мастерицы Надежда Николаева, Галина Матвеева, были Жанна Степанова, она автор развивающих книг детских. У нас была Виктория Шоркина, Галина Матвеева. Они очень, вот Виктория Шоркина, например, выросла в городе уже сама, она популяризирует творчество отца, самодеятельного поэта, песенника Виталия Шоркина. Вот они именно вот задают этот темп на этих мероприятиях. Вот, например, я сказала о венгерских ученых. Татьяна Тихонова, когда она разучивала удмуртские танцы, она сказала, что именно удмуртские танцы отражают степенность и уравновешенность нашего удмуртского народа. А благодаря тому, что она является участницей студии Тонкорка, Татьяна получила возможность посетить российские города и зарубежные страны. И вот
каждый из гостей говорил, как он относится к себе, как к удмурту, как они ощущают себя в городе среди русских, почему они говорят в семье по-удмуртски, почему им это надо. Вот это очень важная составляющая. Далее. Вот, например, как у нас строилась первая программа. Мы сказали, что она организационная. Первая встреча называлась так, это Дматсконджит, вечер знакомств. Мы с первых минут участников погрузили в традицию удмуртского народа. Удмуртские игры, народные песни, представленные участницами фольклорного ансамбля «Шудон», зарядили позитивным настроением, что способствовало к сплочению всех собравшихся в клубе. Первая встреча носила больше информационный и просветительский характер. Участники клуба узнали, почему реализуемый проект назван «Кубо», «Прялка». Прозвучали загадки о прялке, моления и традиции удмуртов, связанные с женским орудием труда. Ну, кстати, почему «Кубо»? Вы знаете, что весь придение в удмуртских деревнях продолжалось весь осенний и зимний период. Вечерами женщины, сидя за прялкой, вели долгие беседы, пели песни. И прялка, конечно, занимала особое место в их жизни. Она выполняла как утилитарную функцию создания ткани, так и ритуальную, служила неким оберегом. Прялка олицетворяет труд и многогранную удмуртскую культуру. Вот об этом мы говорили. Вот продолжение. Отметим, что программные темы должны вызывать... Мы же говорили, что программные темы должны вызывать положительные эмоциональные отношения. И вот в этом году мы, например, работали по таким темам. Мы, конечно, уже и говорили о здоровье тазалы, говорили о фильмах, о семье. Это вот важно. И говорим... Вот почему 80 человек? Потому что в клубе должен участвовать каждый, все должны общаться. Сегодня проходят занятия совсем по-другому. Сегодня у нас гостей нет, но с осени начнем тоже приглашать гостей. Сегодня мы также, если у нас новый участник, мы знакомимся. Вот, например, у нас была тема «Яратонойнтиос». У нас пришел новый человек, мы повторяем вот эти навыки говорения. Они снова разговаривают. У меня сколько минут осталось? Тут 28. Теперь мы составляем лексический минимум. Конечно, это время. Перед тем, вот Яратонойнтиос, любимые места, я составляю лексический минимум. Те слова и фразы, которые в первую очередь должен усвоить участник, чтобы объясняться на языке. И данный минимум повторяем, каждый повторяет, записывает, но иногда нет, потому что многие говорят, руководители разговорных клубов, вообще говорят, писать не надо. Надо общаться, больше общаться. Но наши хотят записывать, мы разрешаем. Мы вот даем слова и фразы и разные ситуативные варианты, вот как используются эти слова. Предлагаем текстовые и наглядные материалы, участвуем в диалогах. По заданным примерам составляем предложения, повторяем грамматику чуть-чуть. Для закрепления материала включаем в программу задания и игры по изучаемой теме. А далее участники, например, сами уже по картинам составляют рассказы, которые презентуют перед группой. Им надо вот много говорить, примеры должны быть, если у вас есть проектор, должен быть экран, есть у нас мини-доска, куда мы записываем, или сами они выходят, записывают. Все, вот работа, она все время продолжается. А вот смотрите, даже интересы участников клуба разносторонние. Вот одни стремятся усовершенствовать знания, полученные еще в детские годы, другие, понимая язык, не располагают возможностями поддерживать разговор в современной повседневной жизни. Кто-то посещает курсы удмуртского языка, вот у нас девушки посещают тут курсы и после курсов приходят к нам. И вот эти стремления объединили их в нашем клубе. Сегодня вот у нас эта женщина, например, участница. Вот к чему я хочу вас привести, что вот многие жители города, они после работы уже выйдя на пенсию, многие, они понимают вот это
самопознание народа включается. Вот эта женщина, например, выйдя на пенсию, она соткала себе платье, она так сильно поняла, что, ну вот, она начала понимать, что она хочет говорить по-удмуртски. Она никогда не говорила, она только слышала в детстве удмуртский язык. Вот после платья она решилась сшить дукет. Она ходит по улице, ну вот так, в удмуртском дукете, в сотканном платье. И вот я специально даже показала на экране, что она говорит, да, мы обезличены от того, что вот одеваемся так. И знаете, и вот у нас каждый участник, это как группа психологическая, они вот все объясняют, вот что-то со мной происходит. И им нравится вот это перевоплощение, нравится понимание вот того, что они удмурты и начинают что-то изучать, обучать. Она вот говорит перед аудиторией свои слова. И вот каждая, вот у нас Надежда, которая вуманиста в голубом свитере, у нее был рак груди. Когда она вот болезнь отступила, что-то вот с ней тоже случилось, она теперь открыто говорит, что она удмуртка, вот она делает себе а-ля маниста из пуговиц, она ходит к нам в клуб, ей очень нравится. Катя другая у нас, например, вот в красном жилете, она, вот для нее Кубо это земля, на которой я живу, она русская, тем более у нее все родственники, они старой веры. Но ей очень нравится слышать даже вот этот удмуртский язык, и она вот посещает наши курсы. Тяжело ей пока, потому что некоторые владеют, понимают язык, она учит заново. Она просто слушает даже, ей нравится, как вот звучит удмуртская речь. Ну, Сергей Бехтерев тоже, он известная личность у нас в городе, он, живя в городе, выучил язык, но он выучил язык по словарям, по разговорникам. И ему тяжеловато именно говорить, вот как мы разговариваем, вот какой у нас разговорный язык на удмуртском языке, но он старается, и для них это очень важно. Они ходят на все мероприятия. У нас деятельность отражается и ВКонтакте. Минуту. На страницах ведется информационное сопровождение проекта, анонсируем темы предстоящих встреч, выкладываем фотографии, итоги заседаний, рассказываем о приглашенных гостях, об участниках, чьи истории вдохновляют на изучение языка. Вот если я показывала в начале видеокурсе фрагменты, вот у нас пока, так как я пока одна занимаюсь этим, вот отмечу сразу, что эта работа, она не из легких. Тут должна быть компания, то есть группа. Тут должны быть люди, которые многое понимают и в техническом плане, и, конечно, она вытягивает из тебя многое, потому что люди хотят еще больше узнать. Когда вот у нас была пандемия, мы тоже выкладывали, конечно, информацию, хоть малейшую, но она была. Глазовский район тут, вот было отрадно, конечно, от Глазова, Елена Трефилова у нас, корреспондент газеты «Красное знамя». Я вот не буду обманывать, по-моему, она 8 занятий провела. Она вот недавно ответила мне ВКонтакте, что она думает, как переформатировать данный проект. И мне кажется, вот она, может, не говорит на языке, но знакомство с культурой удмуртов она проводит. Удмуртские игры, ну, это здорово. Вот еще небольшие рекомендации. Обязательно надо создать благоприятную атмосферу, это обязательно. И желательно, чтобы вел занятие носитель языка. Если нет носителя языка, приглашаем интересных гостей. Я же говорила, если вы не говорите по-удмуртски, можно просто на русском что-то говорить. Вы же библиотекари, мы библиотекари, у нас информация, она под руками. Количество участников не должно быть больше 10 участников. Темы должны вызывать положительные эмоции. Программа должна включать лексический минимум, речевые упражнения, игры, работа в диалогах на предложенные ситуации. И тут я хочу сказать, вот, например, у нас была тема Пасха, Пасха Юлоуёс, пасхальная традиция. Эта традиция, одна традиция
которая осталась она не изменившись. 80-70% она также проходит. И мне было так здорово, раз я житель деревни, у нас урок проходил как? Я говорила слова, вильдерем, паска, веме, ветло. Вот все слова связанные, вот составила этот лексический минимум и говорила, они повторяли за мной. И как было интересно, они, живя в Удмуртии, они об этом не знали. Они потом все звонили и говорят, как это у нас интересно. Вот даже, а я ничего и не придумывала. Я сама только впервые узнала, что на Пасху ставили качели. Вот, например, в Алнашском районе. И когда я об этом узнала, когда я начала читать книги, я нашла, почему ставят качели на Пасху. Вот много было, вот когда минимум слов, но много информации, а все у нас под руками. Вот и люди, это глаза горящие, они не хотят уходить. И даже было чаепитие, они еще все об этом. А почему надо идти, почему по гостям ходят уже не вниз по улице, а вверх, поднимаясь к солнцу? Много было вопросов. И вот во время общения с участниками старайтесь не исправлять участников, а деликатно указываем в конце занятия. Не забываем о мотивации. Вообще вот этот мотивационный момент, он постоянно должен присутствовать. А мы, в свою очередь, должны следить, чтобы на каждом занятии была книга. И, конечно, харизма. Вот если у вас вот это есть харизма, если вы интересный человек, наполненный человек, люди начинают больше влюбляться в вас. Если вы горите этим, конечно, у вас зажгутся и участники. Это очень важно. Вот как у нас Кузя Байгет 100 лет назад писал об удмуртском языке, вот до сих пор это стихотворение не теряет ценности и значимости, поэтому очень интересно, вот я скажу честно, было тяжело, потому что мы разговорных клубов удмуртского языка нет, есть курсы, а курсы, они имеют свою программу на 3 месяца, все, дальше участник не знает, куда применить свои знания. А разговорные клубы, они не имеют конца вообще. Тем очень много. И работа наша, библиотекаря, если мы организуем это, составлять вот эти минимумы слов. Вот что важно в этой теме. Что бы хотел участник от меня узнать нового? Мы русскоязычных не выгоняем, они остаются у нас в клубе, они просто слушают. Приходится иногда и переводить им отдельно, но главное, чтобы интерес все время присутствовал. Все ли понятно, хотелось бы узнать. Вот у нас участников, скажу честно, когда у нас были приглашенные гости, участников бывает больше. Когда у нас уже идут обучающие моменты, я бы даже не сказала, что это обучение, это вот такая познавательная деятельность с применением обязательно книг. Это же продвижение национальной книги, что важно для нас. И считаю, это очень ценностно открывать клубы, разговорные клубы удмуртского языка. Обучение, просвещение, если вы даже не носитель языка. Но это не из легких задач. Я даже успела, по-моему, все рассказать. У нас сколько времени вы можете задавать вопросы. У нас есть электронная почта, мы есть ВКонтакте. У меня осталось, может, немного слов, но хочется поделиться, конечно. Вот смотрите, иногда, я по образованию, конечно, филолог, и все равно иду к тому моменту, что я начинаю писать то ли это сценарий, то ли это план урока, но мы все равно задаемся целями и задачами. Вот если даже пичидыр детства, мы пишем какую цель. Мы должны выучить тот лексический минимум, который можно применять
по этой теме уже на языке и определенные задачи. Мы читаем стихи удмуртских поэтов. Понятно, что мы переходим на тему детства. Смотрели отрывки вот этих роликов «Улон Шурасёс» Елены Слесаревой. Именно те моменты, где они говорили о детстве. И они на слух понимают, о чем. Просто ты уже как руководитель помогаешь им. А потом были ситуации, мы берем отрывки из публикаций, читают, переводят, сами работают со словарем. И даем вот эту фразу, что можно говорить, например, о детстве. Мон пичидырям Яратчкова, мон пичидырям Пичива, Лапегва, Джужидова. Вот разные фразы. И это 2 листа. И потом уже они сами составляют о себе текст, какими они были в детстве. В конце мы обязательно проводим игры. Вот мы же в детстве любили играть. Вот давайте поиграем на удмуртском языке, конечно. И в конце, например, они принесли свои альбомы с детскими фотографиями и старались. Раз у нас фразы они на экране, и они, листая фотоальбом, говорили о себе и плавно переходили уже к своей семье на удмуртском языке. Когда, например, мы, конечно, начинаем урок заседания, мероприятия с повторением прошлой темы. А была, например, у нас прошлая тема Яратуноинтиос, любимые места. Мы играем вначале в игру «Чемодан». Участник берет чемодан, будто бы чемодан, и говорит: «Мон чемоданам понишко, яркыт дерем, яркыт шортик». И перечисляет, что он может положить в этот чемодан. Другой участник должен отгадать, в какую же страну он собирается полететь или уехать. Каждая встреча, она начинается с повторением. Это, конечно, игра, включение игры. Яратоноинтиос, например, тоже интересно, я нашла отрывок публикации Татьяны Ишматовой, как она, не отрывок из детства, о ее любимых местах. И это очень важно, потому что у участников включается интересно, какие же места любимые у Татьяны Витальевны. Вот это тоже очень такой положительный момент. Вы знаете, вот у нас более 18 заседаний уже было, и каждый раз занятия проходят по-разному. Это, конечно, наша фантазия, это наша тоже составляющая, наши эмоции, переживания. Прошел какой-то праздник, есть увлеченность, интерес, конечно, мы это тоже проходим. Если все понятно, но работа, кажется, она сложная, но когда они уже уходят, ты ощущаешь невероятный подъем эмоциональный, потому что это все не зря. Нелегко начинать, а потом постепенно ты понимаешь, по крупицам это надо все собирать. И это не курсы, еще раз предупреждаю. Мы тут учимся говорить, они просто нас должны слышать. Работа интересная, она развивает и руководителя. Мы же общаемся с другими, приглашайте просто в гости в клуб. Вы же можете больше, вот как я сегодня поняла, у нас участники больше хотят знать о культуре и традициях удмуртского народа. И, конечно, я беру материалы не только из книг, но и с сайта, вики-сайта Воршут, что в Национальной электронной библиотеке Удмуртской Республики. Это время. Я знаю, что у вас его тоже нет. Но если будет увлеченность, и если нужна будет помощь, я с удовольствием помогу вам в этом деле. И надеюсь, что вам что-то было понятно. И, наверное, уже все. Всего вам доброго.
У нас впереди лето. Жеч шутецке, тазалык вандылы, ажинлык. Выльпуш мынса беремет ужаны мынодым. Уждес ярате, мезме уждылеш. Трос шоте вишто дон валан. И со вишто дон валан, наш мез куле. Со место дон мез валан мез калыкен, калык вино шотене. Малпашко, уж мы пайдаёва, ваньмыз умой медлос, медумой радешкос. Жеч луэ, тау кылзандылы. До свидания, спасибо, что вы меня слушали, спасибо за внимание, и пусть у вас работа складывается. Всем успехов. До свидания.